Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исполнилось 32 года со дня основания прокуратуры Абхазии. Президент поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцари открыл гастрольный тур в Очимчире. Северокавказский федеральный университет и Абхазия расширяют сотрудничество в сфере профобразования. Главнокомандующий вооруженными силами президент Абхазии Бадыр Огунб обсудил с руководством оборонного ведомства цели и задачи командно-штабных учений, которые начались в вооруженных силах. Учения пройдут одновременно на всех полигонах страны, в незнакомых участках местности и акватории Черного моря. В них задействованы оперативный состав Минобороны и Генштаба ВС Абхазии, межведомственная группировка войск, штаб обороны, воинские части ВС Абхазии и России, резервное формирование, а также представители Генштаба Вооруженных сил России. Все спланированные задачи отработать в полном объеме. Особое внимание уделить отработке способов согласования применения группировок войск, взаимодействия в условиях проведения современных боевых действий. Продолжить обучение командиров всех степеней принятию нестандартных решений о войсках к ведению неожиданных для противника действий. Уделить внимание мобильности, умелому маневру войсками и огнем, решительному переходу от одного вида военных действий к другому в сжатые сроки. На этих учениях принимают участие представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с учетом богатого опыта применения новых современных видов оружия, применения войск в современных условиях. Нам необходимо воспользоваться тем опытом, которым обладают наши коллеги. Что касается современного характера военных действий, их результат во многом определяется применением высокотехнологичных средств поражения, таких как беспилотные летательные аппараты различного назначения и безэкипажные катера и другие формы применения новых вооружений. Исходя из этого, руководству учением, командирам на всех уровнях обеспечить выполнение требований безопасности. 15 апреля 1994 года была учреждена Генеральная прокуратура Республики Абхазия. В условиях послевоенного времени ведомство стало тем самым стальным каркасом, на котором строилась правовая система государства. Сегодня коллектив прокуратуры отмечает профессиональный праздник. Репортаж Гугу Цевардани. История национальной прокуратуры неотделима от судьбы народа. Она ковалась в те самые дни, когда гул канонады еще не затих, но уже необходимо было заново строить здание правосудия. Строгие мундиры, сдержанные лица. По традиции коллектив принимает поздравления в честь основания ведомства. Поздравляю всех с профессиональным праздником, с 32-й годовщиной со дня образования органов прокуратуры. Как известно, в этот день, 15 апреля 1994 году, была учреждена прокуратура Абхазии указом первого президента Владислава Григорьевича Ардзинга. В условиях послевоенной разрухи именно работники прокуратуры стали теми, кто взял на себя миссию утверждения незыблемости закона. Сегодня органы прокуратуры – это надежный каркас правоохранительной системы, который стоит на защите интересов граждан и безопасности всей страны. Мы развиваемся, идем ногу со временем. Конечно, работа непростая. Очень серьезные психоэмоциональные нагрузки. Большинство наших кадровых сотрудников с этим справляются успешно. От первых постановлений 94-го до современных резонансных дел современная прокуратура Абхазии – это внедрение новых технологий, международное сотрудничество, но прежде всего высококвалифицированные кадры. И у нас в прокуратуре сегодня практически сформировалось новое поколение прокурорских работников, которые переняли свой опыт, навыки, свои знания от наших предшественников. Сегодня многие из вас стали не просто настоящими специалистами,
но и профессионалами своего дела, которые способны принимать самостоятельные решения и брать на себя большую ответственность. Сегодня в ряды ведомства все активнее вливается новое поколение. Несмотря на колоссальную ответственность, ненормированный график и сложность решаемых задач, молодые юристы делают осознанный выбор в пользу службы закону. Высокая очень конкуренция в плане кадрового вопроса в прокуратуре. Довольно-таки непросто устроиться, но есть тенденция к тому, что очень много желающих молодых выпускников юридических вузов желают устроиться в органы прокуратуры. Молодых сотрудников приняли, есть соответствующая процедура, соответствующие проверочные мероприятия, после чего представляется такой испытательный срок, в ходе которого дается оценка, уже принимается решение, принимать кого-то или нет. В честь праздника ряду сотрудников были вручены почетные грамоты и присвоены классные чины. Указ президента Республики Абхазия от 15 апреля 2026 года. В соответствии с законом Республики Абхазия о прокуратуре Республики Абхазия от 12 июня 2006 года присвоить классный чин государственный советник юстиции 3 класса Жиба Олегу Вадимовичу. 32 года назад создание прокуратуры стало символом того, что Абхазия состоялась как правовое государство. Сегодня это ведомство продолжает оставаться главным гарантом стабильности и законности. Праздничный день сотрудники проведут на рабочих местах, ведь борьба за правду и справедливость не знает выходных. Гугут Савардания, Фатима Гергия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Баадрагунба поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры Абхазии с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что от их работы во многом зависит доверие общества к государственным институтам, уверенность людей в защите своих прав и законных интересов. Органы прокуратуры по праву гордятся своими традициями. В разные годы в рядах служили выдающиеся юристы, правоведы и государственные деятели, которые заложили прочный фундамент профессионализма, принципиальности и преданности своему делу. Сегодня молодое поколение сотрудников достойно продолжает эти традиции, демонстрируя высокий уровень компетентности, ответственности и верности служебному долгу, говорится в поздравлении. Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан поздравил генерального прокурора Абхазии Адгура Агарба с Днем работников органов прокуратуры. Гуцан выразил убеждение, что укрепление взаимодействия между двумя ведомствами будет способствовать повышению эффективности защиты прав граждан России и Абхазии. Он пожелал Адгуру Агарба и коллективу ведомства успехов в сложной и ответственной службе, неиссякаемой энергии, мира и благополучия. Премьер-министр Владимир Дылба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения героя Абхазии, кавалера ордена Ахизапша первой степени Сергея Платоновича Дбар. Председателем Государственной комиссии назначен вице-премьер Джансух Нанба. Государственной комиссии поручено представить планы юбилейных мероприятий не позднее 27 апреля. В Ачимчирском районе пресекли незаконную добычу криптовалюты. Сотрудники ГТК совместно с сотрудниками милиции общественной безопасности МВД и Ачимчирского РОВД осмотрели нежилое помещение в селе Уада по месту жительства гражданина Вуба, сообщает пресс-служба ГТК. При проверке было обнаружено и изъято 13 аппаратов для добычи криптовалют различных моделей. На момент осмотра 5 устройств находились в рабочем состоянии и были подключены к электросети. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК для принятия процессуального решения.
Развитие сотрудничества между Россией и Абхазией в области защиты растений обсудили в рамках видеоконференции исполняющий обязанности директора Россельхозцентра Роман Ковальский и министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джупуа. Стороны обсудили положение соглашения о сотрудничестве в сфере фитомониторинга и защиты растений, подписанного в рамках Абхазского международного экономического форума. Особое внимание было уделено методам прогнозирования появления вредных организмов, за исключением тех, которые представляют карантинный интерес для Российской Федерации. Продолжение многолетнего сотрудничества с рабочей поездкой Северокавказский федеральный университет посетила министр просвещения Абхазии Хана Гунба. Делегация совместно с ректором Татьяной Шебзуховой обсудили новый формат партнерства, направленный на углубление образовательных связей. Подробности в материале наших коллег из Ставрополя. Как вы говорили, нужны именно специалисты среднего звена для обеспечения инфраструктуры, а минеральные воды, крупный транспортный узел. О развитии внешних связей говорили у Музея Северокавказского федерального университета. Сотрудничество с другими странами, в том числе ближайшими соседями, один из приоритетов. Поэтому визит министра просвещения Республики Абхазии Ханы Гунба стал логическим продолжением намеченного сотрудничества. Это вклад в укрепление гуманитарных, образовательных, научных связей между Россией и Абхазией, близким соседом, историческим партнером нашей страны. И мы видим, как востребованы наши программы, как активно участвуют в них абхазские педагоги и молодежь. Обсудили развитие будущих совместных проектов. СКФУ готов обучать преподавателей колледжей и техникумов республики, помогать в разработке лицензирования образовательных программ. В планах обучения 30 школьных психологов и еще 25 преподавателей республики Сухуми. За 12 лет сотрудничества в стенах университета квалификацию повысили почти 3000 педагогов. Издали 8 учебно-методических пособий и провели 2 международных научно-образовательных форума. Северокавказский федеральный университет имеет отличную, традиционно хорошую образовательную базу. Соответственно, полагаясь на эту сильную образовательную базу, мы рассчитываем и дальше повышать профессиональную квалификацию наших педагогических работников, улучшать среднее профессиональное образование в Республике Абхазия, которое за последние годы становится очень актуальным. Стороны совместно работают и над воспитанием подрастающего поколения. Уже на протяжении 5 лет школьники обоих государств принимают участие в международном конкурсе «Корни слова». Молодежь показывает знания в русской и абхазской истории, культуре и фольклоре, сохраняя общую историческую память. Наши две страны объединяет, во-первых, общее историческое прошлое. И эти общие страницы истории, они были наполнены и взаимодействием, и созиданием, и созданием новых научных направлений, развитием таких направлений, как языкознание, история и культура народов Кавказа, то, что мы сегодня называем кавказоведческие исследования. Работа над единым научным пространством включает множество задач, которые еще предстоит решить. Первыми впечатлениями Хана Гунба поделилась в нашей студии во время интервью. Следите за нашими эфирами и анонсами. Виктория Веснина, Дмитрий Скляров, Вести, Ставропольский край. Гулики Чба избрана секретарем Общественной палаты Абхазии 7-го созыва. Такое решение принято на первом пленарном заседании Общественной палаты нового созыва. Заместителями секретаря стали Александр Страничкин и Изольда Хакба. Также были избраны руководители комиссии. Гулики Чба выразила надежду на то, что проекты, которые были начаты в 6-м созыве Общественной палаты, продолжатся. Общественная палата Абхазии состоит из 35 членов. 13 из них утверждены президентом, 11 городами и районами. Еще 11 представили общественные объединения, некоммерческие организации, научные и образовательные учреждения, профессиональные и творческие союзы. Состав нового созыва палаты обновился на 35%. Избрание меня секретарем Общественной палаты уже в 3-й раз еще больше накладывает на меня ответственности.
Я, конечно, благодарю за такой кредит доверия со стороны членов Общественной палаты. Это, наверное, подтверждает еще и тем, что мы все-таки работали все вместе в едином таком порыве на благо состояния нашего общества, его социального развития. И не секрет, что вы знаете, что Общественная палата всегда выступала медиатором между властью и гражданским обществом. Вот в этом направлении за вот эти 3 года последних интенсивно работа шла, хочу подчеркнуть, профильных комиссий, их председателей, членов этих комиссий. Собственно говоря, все они, слава богу, остались председателями. И приятно, отрадно отметить, что Инал Лазба возглавил тоже такую комиссию Общественной палаты по средствам массовой информации, развитию, средств массовой информации. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что все, кто сюда попал, члены Общественной палаты, они готовы работать, пришли осознанно. Могу сказать, что за Гулю Михайловну единогласно проголосовали, открытым голосованием. Это тоже является очень положительным итогом. Это большое доверие, которое мы ей оказали. Я надеюсь, что она будет и в дальнейшем работать. Потом по предложению Гули Михайловны было предложено кандидатуры на должность заместителей. Я хотел бы прежде всего сказать, что было предложение избрать 2 заместителей, но кандидатур было 3. В результате тайного голосования были избраны 2 кандидатуры: Харба Изольда Станиславовна, Страничкин Александр Викторович, которые стали заместителями секретаря Общественной палаты. Кроме того, были утверждены комиссии, которые будут работать, и председатели комиссии. Указом президента Бадры Гунба за значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства, высокое профессиональное мастерство, воспитание подрастающего поколения Нугзару Чичикоевичу Логу присвоено почетное звание «Народный художник Республики Абхазия». Международный фестиваль «Вопросы организации предстоящего нового сезона медийной футбольной лиги» Бадра Гунба обсудил с президентом Медийной футбольной лиги Николаем Осиповым и техническим директором лиги Дмитрием Куртава. 24 апреля в Сухуми пройдет матч открытия, в котором встретятся команды Эпсны и Амкал. Бадра Гунба отметил, что руководство страны окажет необходимое содействие проведению матча. По словам главы государства, это способствует развитию спорта в республике и популяризации страны. В свою очередь Николай Осипов поблагодарил за поддержку и подтвердил готовность Медийной футбольной лиги к проведению намеченных мероприятий в Абхазии. Международный фестиваль «Вдох», который соберет 3000 представителей науки, бизнеса и госструктур из России, Абхазии и Кыргызстана, пройдет в Пицунде с 1 по 4 мая. Как сообщил Апснопресс, соорганизатор мероприятия Сергей Марданов, программа организована в формате «Города будущего» и сочетает технологические сессии по ИИ и робототехнике с глубоким культурным обменом. Инфраструктура включает 15 параллельных площадок от телекоммуникаций до стратегии личностного роста. Особое внимание уделено семейному участию и междисциплинарному подходу, что поможет интегрировать инициативы молодежи в действующие бизнес-модели. Ожидается, что форум закрепит за Абхазией статус перспективной международной площадки для развития инноваций, науки и искусства. Концертом Государственного оркестра народных инструментов имени Утара Хунцария в Доме культуры Ачамчиры открылась гастрольная программа Министерства культуры. До конца октября ключевые коллективы республики будут выступать с концертами во всех районах страны. Оркестр приняли в Ачамчире на бис, зал был полон, а виртуозное исполнение молодых музыкантов не оставило равнодушным никого. Репортаж Миланы Агарба.
Концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцаря в Очимчире открыл гастрольный план Министерства культуры по республике. До конца года запланировано провести 18 концертов в различных районах, где помимо оркестра также будут участвовать танцевальные и музыкальные коллективы. Руководитель ансамбля – заслуженный деятель культуры Абхазии Денис Саруха. Оркестр исполнил известные абхазские народные и современные музыкальные произведения. Зал был заполнен зрителями. Выступление оркестра народных инструментов имени Отара Хунцаря всегда праздник. Мастерство юных артистов, их азарт и блестящее исполнение не оставляют равнодушными никого. Это, я не знаю, яркое событие для жизни и для людей нашего города. И, как вы видели, зал был полный. От мала до велика все были в восторге. Я думаю, по аплодисментам это было заметно. И мы рады постоянно встрече с ними. И наследие, наше культурное наследие, когда мы видим, как звучат абхазские инструменты, они могут играть не только абхазские мелодии, мелодии Кавказа и даже мировые мелодии. И ты даже не понимаешь, что это, может быть, играет абхазский инструмент, но это настолько высокое мастерство, это дорогого стоит, и понятно, что за этим стоит колоссальный труд. Это заслуга и руководителя, и всех участников. Мы выражаем им огромную благодарность и желаем творческих успехов. Хочу выразить огромную благодарность Комитету молодежи и спорта. Они пригласили сегодня меня на этот концерт. Хочу выразить огромную благодарность организаторам такого замечательного концерта. И самое главное, хочу выразить благодарность артистам. Но это замечательное событие в Очимчире. Это такие необыкновенные эмоции. Спасибо огромное за вот этот труд, который привнесли, и за то, что вот дали возможность побывать на этом концерте здесь у нас в Очимчире. По словам дирижера и руководителя оркестра Дениса Аруха, перед выходом на сцену всегда присутствует волнение, но сегодняшняя публика была исключительной. В этом году будет 10 лет уже, и мы как бы в этом направлении работаем, можно сказать, с первого дня, и поэтому, я думаю, неплохо у нас получается все это сделать. Самое главное, чтобы не терялась сама суть песни, чтобы не терялся смысл всей этой песни. А все остальное это уже профессионально, это уже музыканты, это уже аранжировщики. Таким образом, гастрольная программа Министерства культуры открыта. До ноября ключевые творческие коллективы страны – Государственная хоровая капелла, Государственный камерный оркестр Абхазии, Государственный оркестр народных инструментов имени Хунцаря и женский вокальный инструментальный ансамбль «Гунда» представят слушателям по 2 концертные программы. Все расходы по организации и проведению выездов Минкульт берет на себя. Милана Агарбай, Ирена Богателя, Заур Лиев, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде за ближайшие сутки. В четверг, 16 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 15-20 градусов. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.